Есть ли у вас какие-то жалобы на маршрутные автобусы? Все устраивает, да? Здравствуйте. У вас есть какие-либо жалобы на маршрутный автобус? Это издание Якутия.Инфо. Меня зовут Антон, я из движения Народный фронт. Просто к нам в последнее время участились обращения по поводу плохой работы автобусов. В частности, маршрута номер 4, который планируют изменить. У вас есть какие-то предложения или жалобы? Нет, все устраивает? Да, нормально. Вот есть ли у вас какие-либо жалобы на маршрутные автобусы? Ну, нет. У вас есть какие-то замечания? Нет, все хорошо. Да. Вас устраивает? Да, тоже все хорошо. Значит, все нормально. Все нормально, да? Ну, что-то у всех все нормально. А кто тогда жалуется? Непонятно. Так, сегодня 9 марта. Меня зовут Антон Жандоров, Общероссийский народный фронт. Как известно, на прошлой неделе к нам были многочисленные обращения по работе маршрутных автобусов. В частности, речь шла о маршруте номер 4, который хотят изменить, и он перестанет заезжать в поселок Газовиков, из-за чего люди беспокоятся. Вот сейчас мы поехали на конечку, хотим на месте пообщаться с людьми. Но вот мы сели на автобус в районе ФСБ, и вот пока все пассажиры, с которыми нам удалось пообщаться, они никаких замечаний не сообщили. То есть их все устраивает. Ну, посмотрим по месту. Ну, проблема. Остановки далеко, до 20-ки идти придется. А в основном в том районе живут инвалиды. Я считаю, что менять вообще ничего не стоит, потому что именно для нашего маршрута это нецелесообразно. Интервал движения у нас постоянный, начинается от 5 минут и не превышает никогда 6. Ходим мы исправно с 6:30 до 9 вечера. В 9 вечера у нас с обоих конечных остановок отправление всегда стабильно, строго по графику. Поменять они хотят маршрут, хотят сделать, чтобы четверка выезжала где-то там с Теки от Улока и ходила до Залога через черта Куличики, грубо говоря. Ну то есть вообще радикально меняется маршрут? Да, полностью радикально хотят нам поменять его. Но мы считаем, что это нецелесообразно, что мы можем ответить всем требованиям, которые с нас нужны. А для чего? То есть они думают, что тем самым что улучшится? Они хотят как-то, наверное, разгрузить, скорее всего, транспортную систему нашего 4-го маршрута. А людям-то удобно будет? Людям будет, конечно, неудобно. Во-первых, поселок Газовиков — это большой поселок, в нем проживает больше 3000 человек. Я сам здесь родился, учился, живу до сих пор. Прекрасно знаю, всегда 4-й маршрут ходил исправно, жалоб на нас никогда не поступало, что люди когда-то ждут на морозе подолгу нас. Я считаю, что это вообще не стоящее решение. Это? С 2024 года транспортная реформа планируется. Если внимательно изучить ту схему, которую они выставили, то 20-й маршрут, насколько я понимаю, будет ходить с Кирзавода и до Белого озера подвозить. А там уже на муниципальные люди будут. Короткий маршрут будет, да. Получается. Эта фирма, которую нам предоставили для изменения, она работает по центральным городам. Ну, крупным, да? Да, вот по крупным городам. И представление у них про нашу маршрутную сеть совсем другое. Совсем по-другому они все это себе представляют. Я бы не сказал, что 4-й маршрут это сильно загруженный маршрут. Пассажиропоток у нас высокий, но за счет того, что интервал короткий у нас нету такой загрузки огромной, что мы всегда идем, как говорится, как консервные банки. А какой такой маршрут? 14-й, да? Или какой? 14-й маршрут. Про долгие уже маршруты, это как 35-й. Они ходят с очень большим интервалом. И получается, у них идет не как у нас. У нас вот люди зашли в одном месте, в другом вышли. И буквально вот на каждой остановке идет вход-выход. У нас нету такого, что постоянно загрузились и все, едем как сардины до самой конечной остановки. У вас ротация, да, у нас туда-сюда народ ходит. 4-ка он как бы... Значит, да, это маршрут сложен грамотно. А тогда вот... У нас грамотно сложен маршрут. А если вот, тот те же вот длинные маршруты, про которые только что сказал, как их стоит реформировать? Ну, насчет них уже стоит задуматься, я думаю. Вполне. Такие как 15-е, 19-е. 20-й, 14-й маршрут, в принципе, они тоже грамотно сложенные. Они обслуживают только центральные районы. Белое озеро, столичный рынок, центр города и как раз вот ДСК.
Вспомогающие им, чтобы переполнения сильно большого не было. Это идут уже единицы, 18-е, которые разгружают и Прометей, и уже само ДСК непосредственно. То есть тут надо тоже подходить точечно и очень грамотно, наверное, Да, чтобы не навредить. это нужно, я считаю, чтобы такие реформы проводили люди, которые сами работают в этой сфере. И непосредственно уже... Ну тогда надо создать комиссию. Надо если создать она, комиссию, если она есть, чтобы включить туда этих людей. которая будет включать представителя мэрии, представителя уже непосредственно маршрута, который хотят расформировать, и представителей округа, который обслуживает этот маршрут. Я думаю, это будет самое грамотное решение. Тогда нам на этой встрече надо будет именно в эту сторону и выводить. Меня зовут Антон, движение Общероссийский народный фронт. Вот мы проводим опрос. Вот хотят изменить маршрут, отсюда конечно убрать четверки. И получается со следующего года, ну, вся эта схема должна измениться. Вот вы как слышали что-нибудь про это? Не слышал, но мне все равно. А вы пешком обычно передвигаетесь, да? Да почему пешком? Не четверка, так двадцатка. Ну, Не двадцатка, так 41-й. А до двадцатки недалеко идти отсюда? Нет, конечно, сразу на дорогу выходишь и И все, тоже да? остановка. Как зовут? Паша. Мусафа. Ага, меня зовут Антон, движение Общероссийский народный фронт. Вот мы проводим опрос. Вот вы, наверное, слышали то, что хотят изменить маршрут. Как к этому относитесь? В четверке Да. мы наносимся, чтобы не убирать четверку. А почему? Потому что, чтобы далеко не ходить за... я не хочу, чтобы здесь оставили двадцатку. Ага, до двадцатки далеко идти получается, да? И Да. потом придется пересаживаться на другой автобус, да, Да. чтобы доехать до Я центра. тоже знаю. А как? А часто ездите на автобусах? Да, я нет. Ну, ты в какой школе учишься? Я здесь 32-й. Ага. А на автобусе куда ездишь обычно? На тренировке. Меня зовут Антон, Общероссийский народный фронт, движение. Вот к нам на прошлой неделе поступило обращение по поводу того, что конечку четверки хотят убрать. Да, вот мы как раз за этим пришли. Тут получается вот уже 114 Это человек больше, подписано. это уже некоторые листы забрали. А некоторые листы забрали. Да. Ну, то есть суммарно, как вы думаете, сколько уже людей? Более 500. Более 500 человек. А всего в поселке Газовиков сколько людей проживает? 3000, да? Ну, то есть получается, как бы, ну, да, значительно. А когда стартовал-то этот сбор? С понедельника, наверное, скорее всего. Ну, то есть он еще как бы идет, да? Да, до понедельника собираются. Ага, до понедельника получится. А в чем основная проблема, на ваш взгляд? Как мы тут без четверки будем? Ну, Вообще- предлагается ходить на двадцатку. Далеко, и, во-первых, вы представляете, там школа, ученикам идти, ездят же, и смарахи ездят, и вообще люди, и дети ездят, и бабушкам туда ходить. И там тоже до двадцатка не так часто ходит. А как вы думаете, вообще для чего это хотят сделать? Не знаю, отмывание денег, скорее всего. То есть Ничего. просто получается усложнение на пустом месте, да? конечно, проблему делают ни с чего. Ну вот мы начали путь вот от конечки, сейчас идем на двадцатку. Хотелось бы обратить внимание, что тротуар не чищенный. То есть, как бы, если два человека друг другу навстречу идут, уже неудобно. А? Ну да, но это же тупо. Но, это, по идее, это должны чистить. Очень плохо. А почему не хотят снимать? Ну, в общем, они заказали анализ какой-то фирме из другого города, которые приехали, тут проанализировали, они говорят, Они что все так будет. живут, что ли, приезжать сюда, так, ну, и людей не спрашивают ничего нигде. Ну, правильно вы начать такой вопрос поднять? Против, конечно, буду. Ну хорошо, вот мы услышали, потому что большинство против, да, с кем мы пообщались. Сейчас хотим организовать встречу с мэрией, там, ну, теми, кто хочет. Григорьева надо закрывать, тут придуривается, скажет. Взял он автодорожник, больницу утащил в остановку, больной вес на бой. Какую остановку? Ну, вот это стоит здесь вот остановка, поликлиника, доезжали, да? А тогда поворот сразу была остановка. Внимание, остановка. Он его перенес, асфальт делает, перенес, и прям сюда вот здесь вот он встал по дороге. ГАИ Вот здесь дороги, стабилизатор. Ну, стало, короче, идти дальше получается. Дальше, конечно, с ногами ходят больные люди, бабушки все не могут. И тротуара нет, ничего нету. А как-то вообще это согласовывается, вот такие изменения? Мэр сам вот тут делает все. Какой-то, вот вы сейчас согласовываете. Но мы хотим, потому что мы понимаем, что есть время, чтобы как-то можно повлиять. Да, вот. Конечно, надо повлиять, да, на все. Сегодня, 9 марта, мы провели выезд в поселок Газовиков, проехали на маршруте номер 4, пообщались с людьми по поводу изменения маршрутной сети. Как выяснилось, подавляющее большинство против.
Уже собрано свыше 100 подписей за сохранение маршрута. Решили на следующей неделе организовать в Народном фронте встречу, пригласить туда представителей мэрии, а также ту организацию, которая занимается реформой автобусной сети, ну и, соответственно, самих водителей и актив жильцов. И на этой встрече уже будут дальнейшие шаги определены.